Паводле царкоўнага падання Прасвятая Багародзіца сама сплела пояс з вярблюджай шэрсці. Святыня беражліва захоўвалася і на працягу стагоддзяў заставалася прадметам глыбокай пашаны. Более 2000 лет Пресвятая Богородица носила этот пояс, да? И сегодня мы через века, через тысячелетия встречаемся с Божией Матерью. Главное, мы не превозносим сам пояс материально, но мы превозносим Божию Матерь. И молимся и просим, чтобы был мир на нашей земле, чтобы мы с любовью в сердцах встречали друг друга, улыбались, радовались той жизни, которую Господь нам дал по молитвах Пресвятой Богородицы. Асноўная частка пояса Прасвятой Багародзіцы захоўваецца ў манастыры на Святой гары Афон. Часціцы святыні знаходзяцца ў розных месцах і перавозяцца для пакланення. У Беларусь каўчэг прыехаў з Казанскага собора Санкт-Петербурга ў рамках праекта «Духовная сувязь». Гамельчане сустрэлі святыню з любоўю ў сэрцы ў дзень яднання двух народаў. День единения Беларуси и России. И очень как-то так вот приятно, что в этот день нам приехала Божья Матерь, чтобы спасала народы и России, и Белоруссии. Потому что, чтобы мы жили в мире, в здравии и благополучии, и всем, конечно, добра. У Свято-Петропавлаўскім кафедральным саборы каўчэг будзе знаходзіцца да заканчэння вячэрняга богослужения 4 красавіка. Помолиться ля святыні можно с 8:00 до 19:00 годин. Помощи Божьей Матери надо просить не только родным и близким, а всем людям, молящимся и скорбящих. Это такое счастье, вот преклониться к Божьей Матери, к мощам. Я считаю, что это самый наилучший праздник сегодня у нас. Эмоции очень хорошие у нас. Святыню ждали очень долго мы. И будем молиться, чтобы Матерь Божия нас хранила, и чтобы огонь нам сошел. Очень рада, что к нам в Гомель приехала такая святыня. О чем молитесь, Пресвятой Богородице? Святая Богородица, спаси, помилуй нас. У дні знаходжання часціцы пояса Прасвятой Багародзіцы ў канферэнц-зале сабора адбудуцца асветніцкія сустрэчы. У праграме гутаркі і прагляд фільма Аркадзя Мамантава «Пояс Прасвятой Багародзіцы. Пасляслоўе». Алеся Петарцова, Валерий Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».